Қайырлы күн, құрметті достар, 9-шы сабағымыз. 9-й урок сегодня у нас с вами. Здравствуйте, дорогие друзья. На прошлом уроке мы с вами вели разговор о личном окончании и начали изучать времена глагола. Давайте вспомним, что такое личное окончание. Давайте вспомним, что такое вообще окончание. Окончание в казахском языке 4 вида окончания. Давайте на примере возьмем одного нашего уже дежурного слова «бала». Первый вид окончания – множественное число – балалар. Второй тип окончания – окончание принадлежности, то есть чей ребенок, да? Балаларым. Следующий тип окончания – падежное окончание – балаларым нам, от моих детей. И четвертый вид окончания, с которым мы с вами на прошлом уроке познакомились, это балаларым нам, я от моих детей. Вот 4 вида окончания, которые являются кирпичиками в слове, и которые на данный момент мы с вами уже знаем. Повторюсь, если мы с вами немножко плаваем, это значит, что еще раз нужно домашку сделать определенного урока. Так вот, еще раз, прежде чем переступить к новой теме, хочу еще раз вас похвалить за то, что мы с вами уже подошли к 9-му уроку. Вы большой молодец, или вы большая умница, если вы девушка или женщина. Я по-настоящему искренне говорю, что для меня большая честь помогать вам. Почему? Потому что вы относитесь к небольшой группе людей, которые занимаются самообразованием. Это моя большая удача работать именно с очень узкой группой людей, поэтому для меня это большая честь. Итак, давайте начнем, продолжим. Значит, мы с вами познакомились с 4 типами окончаний, и на прошлом уроке это было личное окончание. И начали знакомиться с временами глагола. Так, стандартно в языке, в казахском, в любом, прошедшее, настоящее, будущее. И сегодня мы с вами поговорим еще о 3 прошедших временах, то есть о 3 нюансах прошедшего времени. Если мы схематично разобьем прошедшие времена, то они будут различаться нюансами. Значит, на примере слова «пришел». Первое простое прошедшее время – это когда действие как факт, просто прошедшее время. Допустим, там «я пришел». Отметили факт прошедшего времени. Второй нюанс – такое действие категоричное. В смысле, мы здесь говорим, что вот я точно пришел. Я точно пришел. Третий нюанс прошедшего времени – действие такое не совсем точное, оно называется давно прошедшее неточное, и в переводе будет примерно переводиться как «я вроде пришел». Допустим, там он вроде взял, скорее всего, приходил, он, кажется, был. Это действие, оно такое неточное. И четвертый нюанс прошедшего времени, когда действие было несколько раз как минимум в прошлом. То есть оно там началось, там же и закончилось. И условно его можно перевести как «я раньше постоянно приходил». А кто из вас, если знает английский язык, то вот эта форма времени есть в английском языке. Вы можете вспомнить, действие началось в прошлом, оно там было, оно там же и закончилось. Вот схема прошедшего времени казахского языка. Первые 3 нюанса. Я пришел, да, я точно пришел, я вроде пришел. Эти 3 действия были совершены всего 1 раз. Просто пришел, просто точно пришел, и точно пришел, и вроде пришел 1 раз. А вот это действие, оно было как минимум несколько раз. Вот условно, если, допустим, посмотреть на прошедшие времена, вот такая схема. А теперь давайте мы научимся формировать, переводить вот эти нюансы точно, не точно. Я прошу вас сейчас взять в руки рабочую тетрадь и открыть лист 9.1. Лист 9.1. На том уроке мы с вами познакомились с формулой по формированию временной формы глагола. Поэтому действуем мы также по той формуле. Лист 9.1. Время глагола прошедшее точное. Положительная форма этого времени формируется таким образом. Мы берем корень, далее идут суффиксы, которые формируют это время. Суффиксы ган, ген, кан,
кен, и следом идет личное окончание. Допустим, ну, я точно пришел. Я, что-то путаюсь в языках. Мен, кель, ген, мен. И вот здесь уже включаются наши стандартные окончания, которые мы прописывали и знакомились на прошлом уроке. Мен обозначает я. То есть мы также можем использовать, не использовать, вернее, личное окончание. Кель, ген, мен. Я точно пришел. И если мы скажем, я точно не пришел, это будет выглядеть как кель, ме, ген, мен. Я точно, это не, а это пришел. Я точно не пришел. Вот так просто формируется положительная форма давно прошедшего точного времени. Конечно, можно не использовать эти все нюансы, вернее, не использовать эти суффиксы, а можно просто использовать дополнительные слова, просто использовать одну форму времени, допустим, кельдом, и использовать точно, не точно, раньше, постоянно. Есть масса наречий, которые обозначают эти времена, эти нюансы. А можно просто использовать вот конкретный суффикс времени, конкретное время. И почему это более активно, чем дополнительные слова в предложении? Потому что конструкция казахского слова подразумевает то, что какой-то дополнительный нюанс смысловой человек находит именно в слове, также и вкладывает именно в слово. То есть, ну как сказать, но если вот слово, оно у нас суффикс, окончание, то есть из структуры слова будет видно, что какой-то смысловой нюанс казах или казашка, либо вы, человек, владеющий казахским языком, будете не словом в предложении добавлять, а именно окончанием либо суффиксом. Это подразумевает сама структура казахского слова. Поэтому можете пользоваться одной формой прошедшего времени, в которой кельдом, бардом, и использовать наречие. А можно использовать другие нюансы времени. Теперь обратимся к минусовой части, к отрицательной форме этого времени. Также на этом листе время глагола прошедшая точная отрицательная форма. Образуется она стандартно. Есть первый вариант. Стандартный, когда мы берем корень, далее идет суффикс отрицания, время глагола, суффикс времени и личное окончание. То есть я точно не пришел. Да? Мен, кель, ме, ген, мен. Вот так можно стандартно делать. Да? А есть второй вариант. Помните, мы с вами говорили, что лингвисты отмечают факт, что очень часто формы исключения, часто в языках, во многих языках, являются самыми активными. Так вот, вторая форма, которая у вас есть на втором листе, на листе 9.2, время глагола, обратите внимание, положительная форма, на листе 9.2, да, 9.2, секундочку, подниму. Так вот здесь изображена второй вариант отрицания в этом времени. И формируется он так. Мы берем корень глагола, далее идут суффиксы, суффикс времени, потом отрицательная частица жок, который принимает личное окончание. Это получается корень времени, время глагола и жок, который принимает личное окончание. И давайте мы скажем кельмегенмен во втором варианте. Ровно по формуле кель, ген, то есть вот это будет плюс, ген, жок пишется отдельно, кель, ген, жок, пан. Да что ты? Кель, ген, жок, пан. Я не пришел. И здесь на примере также 5 глаголов расписано, как вы можете увидеть, как по лицам изменяется этот глагол. Повторюсь, нестандартная форма более активна в речи. Ну вот эту форму также можно активно использовать. Теперь с вами давайте потренируемся. Формат нашего курса подразумевает не только теоретическую часть, но и, конечно, практическую. Итак, теперь давайте мы с вами потренируемся в переводе. Я точно принесла бумаги Сары в кабинет Алмы. Я точно принесла
бумаги Сары в кабинет Алмы. Повторяем алгоритм перевода с русского на казахский. Находим действие и вот пишем в конец предложения «я точно принесла». Глагол «принесла» имеет исходную форму «акель». Точно это суффикс. Это слово не переводится, это переводится суффиксом «акельген». И «я» «мен». «Акельгенмен». Повторюсь, вы можете смело использовать простую форму и дополнительные слова, но конструкция языка подразумевает, что нюансы очень часто находятся внутри предложения. И поэтому вот «акелю принести» точно я точно принесла. Далее в этом предложении мы видим два, так скажем, словосочетания. Да? Это бумаги Сары и кабинет Алмы. Делаем бумаги Сары. Вспоминаем, о чем речь идет. Это словосочетание наше, да? О чем речь идет? Бумаги Сары. Речь идет о бумагах, которые Саре принадлежат. Значит, будет Сара, а здесь будет слово кагаз. Кагаз. Теперь давайте мы, в данном случае кагаздар, бумаги. Давайте теперь сделаем так, чтобы бумаги Саре принадлежали. И будет это выглядеть как, заодно повторяем пройденные темы. Сара. Кагаздары. Вот, мы сделали бумаги Сары. И теперь, если мы зададим от глагола вопрос к бумагам Сары, то будет вопрос «я точно принесла что?» Я принесла вот этот объект. И вопрос, здесь будет вопрос «что?», который переводится как «не на». Это вопрос табу-септек. И окончание табу-септек – это да-да, та-та, на-на. Подбираем, подходит ли один из этих 6 вариантов. Не подходит, а подходит вариант, который после третьего лица, то есть дополнительное окончание. И будет оно выглядеть как «н». И у нас получилось «я принесла что?» Вот это «сараның кагаздарын», бумаги Сары. Далее делаем в кабинет Алмы. Та же история, словосочетание «кабинет», который Алме принадлежит. Значит, мы сюда пишем «алму», «алма», а здесь «кабинет». Кабинет. Давайте соберем в единое целое, сделаем, чтобы кабинет Алме принадлежал. Алмы также будет переведено как Алманың. И кабинет, это ее кабинет, третье лицо, кабинета. Получилось кабинет Алмы. И если мы зададим вопрос от глагола «принесла в кабинет Алмы», то будет вопрос «принесла куда?», вопрос «кайда?», вопрос дательно-направительного падежа и окончание дательно-направительного падежа – это «каге», «каке» и с его вариантами. Теперь, если вы посмотрите в таблицу, здорово, если вы помните уже наизусть, а если еще немножко наизусть не помните, то никаких проблем нет, все время подглядываем в таблицы, все время смотрим. У нас для этого глаза есть, для этого таблица есть. И окончание бар-септек направительного падежа, который после третьего лица ставится, то это будет кабинет не. Вот мы с вами перевели. Сараның кагаздарын Алманың кабинетіне әкелгенмін. Я точно принесла бумаги Сары в кабинет Алмы. Вот один пример. И давайте с вами сейчас еще один пример возьмем. Еще один пример. Вы точно вчера работали до обеда? Вы точно вчера работали после обеда. После обеда. На самом деле, это самый интересный этап в изучении языка, когда мы уже с вами переводим с русского на казахский. Мы с вами знаем все, что происходит внутри предложения, и знаем все, что происходит с глаголом. Поэтому давайте будем дальше переводить. Найдем действие «работали». Действие когда было совершено? Вы точно работали в прошлом. Здесь есть нюанс точности. Кто делал действие? Вы. То есть мы можем одним словом перевести «вы точно работали». Работать слово само по себе – это двойное слово, сложный глагол. Глагол выглядит как «жұмыс істеу» – делать работу. Ой,
Жұмыс. Іс. Давайте немножко чуть крупнее напишу. Место позволяет. Жұмыс. Істе. Істеу, ну, мы отсекаем, вот она исходная форма. Это двойной глагол, в смысле, это сложное слово. Работать. Точно это ген, и вы это сіз. И у нас получился глагол жұмыс істегенсіз. Теперь наречие вчера. Кеше. Повторю, что наречие неизменяемая часть речи, которая просто заучивается, просто употребляется. Она никоим образом не может измениться. Вы точно перевели, вы точно работали вчера, и у нас осталось после обеда. После обеда вспоминаем. И здесь у нас на сцену выходят наши послелоги, которые мы с вами уже хорошо знаем. Послелог, послелог исходного падежа. Выглядит он как кейін. Обед. Это который полдень. Не трапеза, а полдень. Это түс. И мы сейчас вспоминаем с вами, что кейін – это послелог, который просит, чтобы в слове было окончание исходного падежа. И тогда это будет түстен кейін. И у нас вот такое окончание предложения получилось. Кеше түстен кейін жұмыс істегенсіз. Вы точно вчера работали после обеда. Кеше түстен кейін жұмыс істегенсіз. Вот наши примеры, когда мы используем точное время, точное прошедшее время в плюсе. И давайте мы потренируемся, возьмем предложение в минусе. Мой брат вчера точно не ходил на работу. Мой брат вчера точно не ходил на работу. На работу. Первым действием находим действие. Мы видим не ходил. Не ходил мой брат. Значит, не ходил, пишем в конец. И мы знаем, что в этой форме времени есть два варианта. Мы поэтому двумя вариантами напишем глагол отрицания. Да? Не ходил. Ходить – это направляться, глагол бару. И первый способ стандартный. Корень, отрицательный суффикс, время и личное окончание. Бар, ма, ган. Окончание будет нулевое, потому что это третье лицо. Это первый способ. И давайте в скобочках напишем второй вариант. Отрицание. Бар, ган, жок. Не ходил. Поэтому можем либо так сказать, либо так. Разницы нет. И значит, таким образом мы перевели «точно не ходил». Теперь давайте мы выяснять, кто не ходил. Мой брат. И мы эти окончания уже очень хорошо с вами знаем. Менің ағам. Далее, вчера. Кеше. На работу. Сначала пишем «работа». Жұмыс. И теперь от глагола задаем вопрос. Не ходил на работу. Не ходил куда? Не ходил қайда? Қайда вопрос направления, то есть направительный падеж. И окончание, которое мы используем, жұмысқа. Менің ағам кеше жұмысқа бармаған. Либо менің ағам кеше жұмысқа барған жоқ. Вот что касается этого времени. Теперь давайте перейдем к следующему времени. Это было точное прошедшее. Теперь неточное прошедшее. Неточное прошедшее, так же как все остальные, формируется по обычной формуле. И выглядит суффикс будет время так. Корень суффикса оп, эп, п и личное окончание. Отрицание также стандартно. Корень. Далее идет маме, бабе, папе, отрицательный суффикс с его вариантами. Далее идет суффикс, уже будет п, потому что маме, бабе, папе все заканчиваются на а, все суффиксы, поэтому вариант только п и личное окончание. У вас здесь на листе 3.9 изображено таблица 5
наших дежурных глаголов, которые по лицам изменены в этом времени. Об этом времени хочу сказать дополнительно, что в третьем лице появляется дополнительное окончание «т» и «т» мягкое. Так, теперь отрицание, оно формируется также. Это корень, отрицательный суффикс, а потом суффикс «п» и «маме», «бабе», «папе». И давайте сейчас мы потренируемся попереводить. Я думаю, что вы заметили, что действительно казахский, он такой, он логичный, он понятный. Просто в казахском, как и в других языках, нужно тренироваться. Я вроде взяла ключи квартиры. Я вроде взяла ключи квартиры. Определяем глагол. Я вроде взяла. Взять глагол, да? Глагол алу, но мы берем исходную форму ал. Теперь мы видим «я вроде взяла». Если вдуматься и определить время, в котором происходит предложение, то действие в прошедшем. Это в прошлом, то есть это прошедшее время. Вот это слово «вроде» нам дает понять, что действие оно такое неточное. И здесь суффикс будет «оп». И действие сделала я. Алап. Вот мы перевели «я вроде взяла». Мы видим, взяла что? Ключи квартиры. Словосочетание. Делаем ключи квартиры. Речь идет о ключах. Ключи, значит, будут стоять в конце словосочетания. Давайте вспомним, как оно формируется. Патир, квартира и кильт. Давайте немножко сюда поближе напишу, а то не войдет. Кильт. Давайте мы соберем, сделаем общее словосочетание, потому что это просто квартира, это просто ключ. У нас ключи, кильтир. И чтобы собрать эти два слова «квартира» и «ключи», которые в данном случае отношения друг к другу не имеют, мы должны поставить, вспоминаем, два типа окончаний. Патир, дын, кильтира. И теперь вот у нас заключено эти два типа окончаний, как два магнита собрали два слова в единое целое. Но это у нас словосочетание просто ключи квартиры. И если мы с вами зададим от глагола вопрос «я взяла что?», и здесь вопрос будет не на, то это у нас вопрос тавосепток винительного падежа. И значит мы должны дописать сюда окончание. Если мы с вами посмотрим в таблицу, то табусептых после третьего лица будет окончание «н». И у нас получилось «патерден, кильтерен, алыппен». Я вроде взяла ключи квартиры. Вот так легко мы с вами можем переводить. Давайте следующий пример возьмем. Мы с вами помним, что мы с вами можем остановить, поставить на паузу, попробовать еще, переслушать. Поэтому, коль данный формат позволяет это, значит, мы активно пользуемся этой операцией. Следующий пример. Мы вроде не открывали окно в зале. Мы вроде не открывали окно в зале. Итак, первая задача – обнаружить действие. Открывали, вернее, не открывали. Открывать ашу, не открывать ашпау. Да? У нас вот будет ашпа. Это сам глагол, это отрицание. Теперь выясняем, в каком времени было совершено. В будущем, в прошедшем мы вроде открывали в прошедшем времени. Теперь какое прошедшее? Первый этап – определить время, прошедшее, настоящее, будущее. Определили время. Второй этап. Определяем нюанс в этом уже найденном нами времени. Вроде это суффикс, это то время, которое не совсем точное. И значит подбираем вариант суффикса «п». И выясняем, кто действие делал. Ашпап, пс. Мы вроде не открывали. Далее мы видим, значит мы перевели «мы вроде не открывали». Мы видим слово «окно». Терезе мы видим в зале, так скажем.
зал. Значит, первым делом мы вот эти все отдельные слова, слова либо словосочетания мы просто выписываем в начальной форме, а потом уже от глагола каждому отдельному кусочку задаем вопрос. Мы, кажется, не открывали окно, не открывали что. У нас с вами есть в языке два вопроса «что». Вопрос именительного падежа «кто что» и вопрос винительного падежа «кого что». И мы здесь, наша задача определить, это какое что. Мы открывали кто что или мы открывали кого что? Мы открывали кого что. Значит, это вопрос будет не на. Не на, вопрос табусептек. И, соответственно, окончание табусептек терезена. Теперь зададим вопрос. Аш паппас не открывали в зале. Не открывали в зале. Не открывали где? Кайда. Вопрос кайда, где? Это вопрос местного падежа. И, соответственно, дописываем окончание местного падежа. Зал, да. И вот мы с вами перевели терезена, залда, аш паппас. Смотрите, сколько здесь. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в русском варианте. 1, 2, 3 в казахском варианте. Все нюансы здесь налицо, принцип построения казахского слова. Много нюансов, смысловых нюансов внутри самого слова. В русском варианте это 7 слов, так скажем, включая предлог. В казахском языке это всего 3 слова. И теперь переходим к простому, к четвертой форме прошедшего времени, которая называется переходным. Называется оно переходным условно. В казахском языке действия не переходят никуда с одного времени в другое, нет такого. Просто внутри. Почему переходное? Потому что действие было несколько раз как минимум совершено. Переходит, допустим, в английском языке, да, есть действие, которое в прошедшем началось и еще продолжается в настоящем. В казахском языке никуда ничего не переходит. Итак, время, которое переходное время образует, это суффиксы атен, етен. Вот корень. Далее идут суффиксы атен, красивые суффиксы етен, итон твердый, итен мягкий. Это после согласной, это после гласной. Мы с вами помним, что и краткое это согласный. Очень часто и краткие путают с гласным и. И Ирина это гласный, а и это согласный. Поэтому после согласного будет идти, после гласного будет идти вариант согласного, который вариант окончания, который начинается с согласной и краткой. И далее личное окончание. Личное окончание. Давайте пример переведу. Келетон мн. Вот он суффикс, вот оно окончание. Я хочу сказать, что вот эта форма времени, она обозначает действие, которое в прошлом было какое-то время, либо какой-то период, либо системно было действие. То есть сало. Вот, допустим, вот я раньше волейболом занималась, да? В школе несколько лет подряд я занималась волейболом. Допустим, мы, когда были студентами, постоянно ходили в библиотеку. Да? Сейчас по-другому студенты учатся. Мы раньше буквально зависали в библиотеке. На что мы раньше? Допустим, мы раньше постоянно ходили в бассейн. То есть это действие было не один раз совершено. А те 3 первых предыдущих формы просто пришел, точно пришел, кажется пришел, все были один раз совершено. А вот это действие, оно было как минимум несколько раз совершено. Поэтому оно вот такое. Раньше в переводе на русском языке вы в рабочей тетради будете видеть везде, так скажем, намек на это время, где будет написано «раньше постоянно». Раньше постоянно эти слова не переводятся. Раньше постоянно переводится суффиксом. И также стандартно минус формируется корень, отрицательный суффикс «маме, бабе, папе» с его вариантами. Далее идет вариант, только вариант будет «лейтон» и «эйтен». И далее следует личное окончание. Личное окончание. Почему только эти варианты? Потому что все отрицательные суффиксы заканчиваются на гласную. Соответственно, суффикс будет начинаться с согласной. И давайте мы, допустим, келетенмен
келетін. Я раньше постоянно приходила, а келмейтінмін я раньше постоянно не приходила. Ну, допустим, там я не успевала приходить, да? Вот он кель, вот он отрицательный суффикс, вот он суффикс времени, и вот оно, вот он суффикс времени, и вот оно окончание. Стандартно давайте попробуем с вами потренироваться в переводе. Чтобы запомнить этот суффикс, можно его связать вот по смыслу так. Расшифровка этого суффикса является самой длинной. Оно аж 2 словами расшифровывается. И если вы заметили, то суффикс сам по себе самый длинный. Самая длинная расшифровка и самый длинный суффикс. Аж 4 буквы. Пример давайте приведем вот такой. Ваша сестра раньше работала в офисе нашего брата. Немножко идем на усложнение. Ваша сестра раньше работала в офисе нашего друга. Мы здесь больше слов видим. Давайте для начала определим глагол. Работала, причем раньше. Да? То есть вот это раньше работала можно одним словом перевести. Теперь мы видим здесь вот ваша сестра, один объект, так скажем, да, и вот мы видим вот это целый офис нашего друга. То есть здесь есть глагол, есть кто работал и где работал. И, так скажем, если мы в школьной терминологии обратимся, то, да простят меня школьные учителя, где работал. Вот 3 объекта. Давайте мы ставим сказуемое. Вот сам контекст предложения подразумевает, что ваша сестра раньше работала в офисе нашего друга, что это действие какое-то было такое, какой-то период времени. Поэтому ставим глагол жұмыс. Да что ты? Істе. Давайте немножко я его, то не войдет, сюда напишу. Жұмыс, істе. Теперь подбираем суффикс этого времени. Істей, тын. Ставим личное окончание. Выясняем я, ты, он, кто. Наша сестра. Она, значит, окончание нулевое. Жұмыс істейтін. Вот он корень, вот он суффикс. Жұмыс істейтін. Теперь ваша сестра. Сіздің. Давайте старшую возьмем, да? Апа. И помните же, если мы не употребляем местоимение, притяжательное местоимение, мы его можем не употребить, но окончание мы обязательно используем апаңыз. Поставили кто, что делал. Теперь в офисе нашего друга. Двойное словосочетание, то есть сложное словосочетание. Вспоминаем алгоритм. Находим главное слово в офисе нашего друга. Речь идет в какой-то конкретной точке. Это офис. Офис принадлежит кому? Другу, а друг нам. Поэтому это нашего друга офис. Давайте мы раскидаем слова и вспомним, как это формируется. Вот мы, значит, друг и офис. Теперь давайте собирать. Оформляем первую пару. Наш друг. Вспоминаем окончание притяжательное. Біздің досымыз. Здесь не войдет, поэтому давайте я немножко сотру и перепишу. Так, давайте сюда. Офис. Вот первая пара – это наш друг біздің досымыз. А теперь вот офис другу принадлежит. Офисымыз, досымыздың офисы. Вот мы с вами сделали офис нашего друга. Біздің досымыздың офисы. Если мы зададим вопрос от глагола «работал где?», тогда у нас получится вопрос «где?», «қайда?», вопрос местного падежа.
окончание местного падежа да, де, та, те. И после третьего лица есть дополнительное окончание да, де. И здесь как раз-таки третье лицо. Офисен де. И вот мы с вами перевели. Біздің, сіздің апаңыз, біздің досымыздың офисінде жұмыс істейтін. Ваша сестра раньше работала в офисе нашего друга. Вот такой интересный перевод получился. И еще на сегодня одно предложение, после которого вы можете приступать смело к домашнему заданию. Это предложение в минусе. Она раньше нам не писала письма. Она раньше нам не писала письма. Так, находим действие. Писала, не писала. Вот, да? Теперь контекст предложения нам говорит о том, что действие было не один раз совершено, а много раз. То есть, получается, вот слово «раньше» не писала, это будет одним словом. Давайте будем формировать. Жазу – писать, жаз. Раньше постоянно суффикс этого времени. Так, не писала. Угу. Отрицание будет, да, вот жаз. Далее ба. Не писала, раньше постоянно. И тын. Жаз, бай, тын. Личное окончание отсутствует, потому что третье лицо личное окончание нулевое. Жаз, бай, тын. Мы перевели. Она раньше не писала. Теперь здесь у нас остались отдельные слова «нам» и «письма». «Нам» — это «біз», это мы. Зададим вопрос. Жаз, бай, тын. Не писала нам. Кому? Направительный падеж. Окончание. Бізге. Потому что вопрос кімге. Не писала письма. Письма хат. Письмо, хаттар, письма. Зададим вопрос. Не писала что? Кто что или кого что? Кто что или кого что? Кого что? То есть вопрос не на. Вопрос табы септік. И окончание табы септік хат, тар, да. И вот у нас получился перевод. Она раньше нам не писала письма. Бізге хаттарда жазбайтын. Бізге хаттарда жазбайтын. Вот так мы с вами научились переводить предложения в переходном прошедшем времени, тогда действие в которых совершалось в прошлом как минимум несколько раз. Как минимум несколько раз. Теперь давайте мы сделаем небольшое резюме этого урока. Мы с вами можем сказать: я просто пришел, я точно пришел, я не точно пришел, и я раньше постоянно приходил. Я просто пришел, либо я просто пришла. Кельдем, я точно пришла. Кельгенмен, я раньше постоянно приходила. Ой, нет, я вроде пришла. Келеп, пен, и я раньше постоянно приходила. Келетен, мен. То же самое мы можем сделать в минусе. Давайте попробуем. Я точно пришла, а вот я просто пришла, и я просто не пришла. Кельмедем. Я точно пришла, я точно не пришла. Возьмем самый распространенный вариант. Кельген, жок, пен. Я вроде пришла, ну я вроде не пришла. Ну так, допустим, я вроде дошла, я вроде не дошла, да? Кель, меп, пен. И я раньше постоянно не приходила. Кель, мей, тен, мен. Вот он корень, суффикс, лицо. Корень, суффикс, лицо. Корень, суффикс, лицо. Корень, суффикс, лицо. Давайте мы по отрицательным суффиксам времени пробежимся. Корень, отрицание, суффикс, лицо. Корень, отрицание. Отрицание, опять модаль, частица вспомогательная, отрицательное, лицо. Корень, отрицание, время, лицо. Корень, отрицание, ой, вот оно, отрицание, время,
лицо. Вот таким образом мы с вами можем на примере одного глагола прописать в плюсе, в минусе во всех 4 нюансах прошедшего времени. Теперь можете немножко отдохнуть и, конечно, приступайте к домашней работе. Мои рекомендации: сделать домашнюю работу, обязательно тесты, а вот сверяться с правильным вариантом, обращаться к ключам уже после того, как вы сделали. Лучше, если вы делаете, переводите, и что-то непонятно, лучше не обращаться, не смотреть в правильный вариант, а лучше пересмотреть объяснение. Тогда это будет гораздо эффективнее. Осымен бүгінгі 9-шы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.